В Сыктывкаре подвели итоги акции «Внимание! Переезд». Сотрудники дорожной инспекции и транспортной прокуратуры проверили железнодорожные переезды в Сыктывкаре и Эжвинском районе. Всего их 24. Особое внимание ревизоры уделили состоянию асфальта, дорожных знаков, освещению, а также работе шлагбаумов и семафоров. Раньше большая часть инфраструктуры была в удручающем состоянии, что затрудняло проезд транспорта и часто приводило к авариям. Однако в последнее время ситуация улучшилась. Многие собственники свои объекты уже отремонтировали, хотя проблемные участки кое-где еще остались. Основные недостатки, выявленные в ходе проведения проверки содержания железнодорожных переездов, это повреждение настила, межрельсового настила, а также выбоины на проезжей части. В свою очередь, надо отметить, что с начала этого года на железнодорожных переездах зафиксировано 4 административных дорожно-транспортных происшествия. Аварийных ситуаций, в которых погибли или пострадали люди, не зафиксировано. Кроме того, в прошлом году было зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий за этот же период времени. Сотрудники ГИБДД столицы также выехали на железнодорожный переезд в сыктывкарском местечке Кочпан-Чит. Здесь ревизоры обнаружили большое скопление машин. Оказалось, причина пробки – несоблюдение водителями правил дорожного движения. Многие из них просто не знали, как правильно проезжать этот переезд. Вы остановились возле стоп-линии, остановились при разрешающем сигнале светофора. С какой целью? Хотел уточнить. Стоп-линия. Она нужна только для того, чтобы остановиться, когда горит запрещающий сигнал светофора. При разрешающем сигнале светофора вы можете ехать прямо. Не надо останавливаться и останавливать транспортный поток. По словам водителей, они опасаются, что красный сигнал светофора может загореться в любую минуту, и машина окажется посреди железной дороги. Каждому из автовладельцев автоинспекторы объяснили правила проезда через переезд. На первый раз наказывать полицейские никого не стали, владельцы машин отделались устным предупреждением.